Всем привет! И перед тем, как начать сегодняшний урок, хочу сообщить вам, что у канала появился донат, где вы можете поддержать канал в его развитии. Ссылка на донат будет добавлена в описании к видео и продублирована в комментариях. А теперь вернемся к теме нашего урока. И сегодня мы научимся говорить, сколько времени показывают часы. Тема урока звучит как сагат вакыт. Сагат переводится как часы, а вакыт – время. Сагат также переводится как час. А теперь давайте перейдем к словам, которые нам сегодня понадобятся. Сагат переводится как час. Жарты, или еще можно сказать жарым сагат, переводится как полчаса. Минута будет минут. Секунда – секунд. Вопросы, которые вы можете услышать, когда у вас спрашивают время, звучат следующим образом. Вакыт канша – сколько времени? Также можете услышать еще и такие варианты. Сагат канша – сколько часов? Или сагат неше. Также переводится как сколько часов. Далее время у нас делится на утреннее, дневное, вечернее и ночное. Тангы или танертенгэ – это утреннее время. Оно длится с 6 утра до 12 часов дня. Далее идет дневное время. Кындызгы или еще можно сказать, что тыске. Дневное время длится с 12 часов дня до 17:00. Далее идет вечернее время. Кешка переводится как вечернее время. Длится оно с 17 часов до 22 часов. И последнее это тунгэ, ночное время. Оно длится с 22 часов до 6 утра. Для начала мы разберем целые часы. Итак, на картинке видим, что часы показывают час. Звучать это время будет следующим образом. Сагат бір болды. Или просто можно сказать сагат бір. То есть время час. Далее 2 часа. Сагат екі болды. Или просто также можно сказать сагат екі. Следующий пример. Сагат үш болды. Или можно сказать сагат үш. 3 часа. Сагат төрт болды. Или можно сказать сагат төрт. 4 часа. Сагат бес болды. Или сагат бес. 5 часов. Сагат алты болды. Или сагат алты. 6 часов. Сагат жеті болды. Или просто можно сказать сагат жеті. 7 часов. Сагат сегіз болды. Или просто можно сказать сагат сегіз. 8 часов. Сагат тоғыз болды. Или просто можно сказать сагат тоғыз. 9 часов. Сагат он болды. Или сагат он. Это 10 часов. Сагат он бір болды. Или сагат он бір. Это 11 часов. И сагат он екі болды, или просто можно сказать сагат он екі, это 12 часов. Теперь перейдем к примерам и рассмотрим такие примеры, если вам нужно сказать, что сейчас ровно 8 часов. Ровно будет слово тура. То есть, если вы хотите сказать, что сейчас ровно 8 часов, предложение будет звучать тура сагат сегіз болды. Или просто можно сказать тура сагат сегіз. Ровно 10 часов будет звучать тура сагат он болды. Или просто тура сагат он. Слово тура будет означать, что сейчас ровно 10 часов. И тура сагат он екі болды, или просто тура сагат он екі будет переводиться как сейчас ровно 12 часов. Также вы можете сказать, что сейчас утреннее, вечернее или дневное время. Первое предложение. Казыр таңғы сагат тоғыз. Будет переводиться, что сейчас 9 часов утра. Следующий пример. Казыр күндізгі сагат үш. Сейчас 3 часа дня. Казыр кешкі сагат жеті будет переводиться как сейчас 7 часов вечера. И последний пример. Казыр түнгі сагат он бір. Сейчас 11 часов ночи. Теперь рассмотрим время, когда нам нужно сказать, что сейчас половина какого-то времени. Итак, первый пример. Половина первого, 12:30. Будет звучать следующим образом. Он екі жарым, половина первого. Жарым у нас означает половина, то есть дословно можно перевести 12 с половиной, то есть половина первого. Следующий пример. Бір жарым, половина второго, 13:30 или час 30. Также и в следующих примерах. Екі жарым будет половина третьего, то есть 2,5 будет переводиться дословно. Үш жарым половина четвертого. Төрт жарым половина пятого.
без жаром половина шестого, алты жаром половина седьмого, жеты жаром половина восьмого, сегіз жаром половина девятого, тоғыз жаром половина десятого, он жаром половина одиннадцатого, он бір жаром половина двенадцатого. Теперь перейдем к более сложным примерам. Допустим, нам нужно сказать 5 минут первого. Здесь нам понадобится следующий падеж – шахыс септек. Давайте повторим, какие окончания он принимает. Окончание дан, ден прибавляется после гласных букв, а также л, р, у и краткое, а также букв ж, з. Окончание тан, тен прибавляется после глухих согласных, а также букв б, в, г, д. И окончание нан, нен прибавляется после букв м, н, н и притяжательной формы третьего лица. Это его, ее и их. То есть, как видим, если нам нужно сказать, что стрелка как бы ушла у нас от какого-то числа, то есть, как видим, здесь у нас правая половина часов у нас подсвечена желтым цветом. Мы будем говорить, что большая стрелка ушла от какого-то числа. 5 минут первого будет звучать следующим образом. Он екаден без минутки т. То есть, переводиться будет: от 12 стрелка убежала на 5 минут. То есть здесь от 12 до 6 мы будем говорить кетте. Теперь подробнее рассмотрим другие примеры. 12-15. Он екаден, он без минут кетте. То есть мы говорим, от 12 стрелка ушла на 15 минут вперед. Как видим, окончания шахыс септык присоединились к числительному он ек. Следующий пример. Час 25. Берден жирма без минут кетте. То есть от часа стрелка убежала на 25 минут. Берден жирма без минут кетте. Следующий пример. 2.10. Екаден он минут кетте. То есть от 2 стрелка ушла на 10 минут вперед. Следующий пример. Үштен жеті минут кетте. То есть от 3 часов у нас большая стрелка ушла на 7 минут вперед. Үштен жеті минут кетте. Следующий пример. 4.26. Төрттен жиырма алты минут кетте. То есть от 4 мы говорим, что стрелка убежала вперед на 26 минут. Төрттен жиырма алты минут кетте. Следующий пример. Бестен алты минут кетте. Мы говорим, что от 5 стрелка ушла вперед на 6 минут. Следующий пример. Алтыдан жиырма екі минут кетте. Здесь мы говорим, что от 6 стрелка вперед ушла на 22 минуты вперед. Алтыдан жиырма екі минут кетте. Следующий пример. Жетіден он жеті минут кетте. Здесь мы говорим, что от 7 стрелка ушла вперед на 17 минут. Жетіден он жеті минут кетте. Следующий пример. Сегізден бес минут кетте. Стрелка ушла вперед от 8 на 5 минут. Следующий пример. Тоғыздан он сегіз минут кетте. Здесь мы говорим, что стрелка ушла вперед на 18 минут вперед, от числа 9. Тоғыздан он сегіз минут кетте. Следующий пример. Оннан он бес минут кетте. Мы говорим, что от 10 стрелка ушла вперед на 15 минут. Оннан он бес минут кетте. Следующий пример. Он бірден жиырма минут кетте. Здесь мы говорим, что от 11 стрелка ушла вперед на 20 минут. Он бірден жиырма минут кетте. Теперь рассмотрим левую половину наших часов. Здесь нам понадобится барыс септек. То есть здесь мы будем говорить, сколько до какого-то числа у нас осталось времени. Давайте вспомним, какие окончания присоединяются к барыс септек. Окончание х, г присоединяется после гласных, а также сонорных и букв ж, з. Окончание к, к прибавляется после глухих согласных, а также букв б, в, г, д. Окончание на, не прибавляется после притяжательных окончаний третьего лица, и окончание ае прибавляется после притяжательных окончаний первого и второго лица. Как пример, здесь рассмотрено время 11:50, то есть мы должны с вами сказать, что до 12 у нас осталось 10 минут. Звучать это будет следующим образом. Он екг, он минут қалды.
Как видим, к числу 12 мы прибавили окончание Борис Септек. Оно выделено синим цветом. В данном случае это окончание Г. То есть этим предложением мы с вами говорим, что до 12 у нас осталось 10 минут. Теперь давайте рассмотрим остальные примеры. Следующий пример это 12:40, то есть до часа у нас осталось 20 минут. Предложение будет звучать «Бірге 20 минут қалды». То есть данный пример нам показывает, что 20 минут осталось до цифры час. Следующий пример. 13:35. До 2 у нас осталось 25 минут. Предложение будет звучать «Екіге 25 минут қалды». Следующий пример. 14:55, то есть до 3 у нас осталось всего 5 минут. Предложение будет звучать «Үшке 5 минут қалды». Следующий пример. 15:46. До 4 у нас осталось 14 минут. И предложение будет звучать «Төртке 14 минут қалды». Следующий пример. 16:57, то есть до 5 у нас осталось 3 минуты. И предложение будет звучать «Беске 3 минут қалды». Также и в следующих примерах. 17:50 или 5:50, то есть до 6 у нас осталось 10 минут. Предложение будет звучать «Алтыға 10 минут қалды». 6:40, то есть до 7 у нас осталось 20 минут. Предложение будет звучать «Жетіге 20 минут қалды». Следующий пример. 19:44 или 7:44, то есть до 8 у нас осталось 16 минут. И предложение будет звучать «Сегізге 16 минут қалды». Следующий пример. 20:55 или 8:55, то есть до 9 у нас осталось с вами 5 минут. И предложение будет звучать «Тоғызға 5 минут қалды». Следующий пример. 21:53 или 9:53, то есть до 10 у нас осталось 7 минут. Предложение будет звучать «Оныға 7 минут қалды». Следующий пример. 22:37 или 10:37, то есть до 11 у нас осталось 23 минуты. Предложение будет звучать «11-ге 23 минут қалды». И последний пример. 11:33, то есть до 12 у нас осталось 27 минут. И предложение будет звучать «12-ге 27 минут қалды». Итак, сегодня мы с вами рассмотрели и научились говорить, как говорить время на казахском языке. Если для начала вам сложно запомнить варианты кетте и қалды, можно использовать только вариант кетте для начала. То есть, если вы хотите сказать, что стрелка ушла на какое-то время, называете число, допустим, 12, далее говорите, на сколько минут ушла стрелка, и после этого добавляете кетте. То есть, как в примерах, 5 минут первого будет у нас «Он екіден 5 минут кетте», то есть 12:05. Если вы, допустим, не хотите говорить или не можете запомнить вариант қалды, или вам сложно посчитать, допустим, 12:46 или 12:45, то можете сказать «Он екіден 45 минут кетте», то есть от 12 стрелка ушла на 45 минут вперед. Для начала это будет достаточно и вас легко могут понять. Но на этом данный урок завершен. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем уроке.